Добрый день, уважаемые жюри. Меня зовут Семенов Марк, я ученик 9 класса Борисовской Лусной гимназии. Тема моего доклада — формирование пространственного мышления, обучающихся через создание трехмерных моделей. Высокий уровень развития пространственного мышления является необходимым условием успешного усвоения общеобразовательных и специальных технических дисциплин. На всех этапах обучения, подчеркивая тем самым актуальность данной темы исследования. Пространственное мышление — вид умственной деятельности, обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач. Цель исследования — разработать трехмерную модель из сборник задач букв в кубе для формирования пространственного мышления. Предмет исследования — процесс использования трехмерных моделей букв в кубе для решения логических занимательных задач. Объект исследования — трехмерная модель букв в кубе. Задача исследования — ознакомиться с литературой по данной теме, разработать набор моделей букв в кубе, мониторинг формирования пространственного мышления обучающихся. Этапы — подготовительные и практически обобщающие. Новизна работы заключается в том, что, используя методику трехмерных моделей, изготовлен набор моделей и сборник задач букв в кубе для использования решения логических задач. Гипотеза данного исследования состоит в том, что внедрение в образовательный процесс трехмерных моделей и задач букв в кубе развивает пространственное мышление учащихся. Методы исследования: анализ литературы, наблюдение, тестирование, метод проектов. Разработка трехмерных моделей букв в кубе. На уроках черчения не все учащиеся хорошо справляются с проекционными задачами, поэтому мы разработали набор трехмерных моделей 3D-версию и сборник задач букв в кубе для использования в решении логических задач, которые интересны и занимательны. Набор трехмерных моделей букв в кубе изготовлен из пластика размером 10 на 10 мм, из которого изготовлены грани куба. Буква в кубе в 3D. Буква в кубе в 3D разработана в программе Compass 3D 16 версии. Сборник задач, выполненных в программе Autoplay, состоит из задач 3 уровней сложности. В первом уровне сложности в каждом кубе зашифрована одна буква. Ее можно увидеть с одной стороны, если смотреть с других сторон, то будут видны хаотично расположенные линии. Задача второго уровня сложности. Во втором уровне сложности в каждом кубе зашифровано 2, 3 или 4 буквы. Их можно увидеть с 2 или 3 или 4 сторон. Задача третьего уровня сложности состоит в том, что после разгадывания их множества полученных букв нужно составить слово из 2 или 3 кубов. В практической части разработанной мною было проведено изучение входного уровня развития пространственного мышления у учащихся 7 класса. Результаты первичного исследования показали, что уровень развития этого мышления у учащихся носит слабый характер. В течение года на уроках черчения и внеурочных занятиях было проведено всего 8 занятий с использованием и созданием трехмерных моделей. Проведенный формирующий эксперимент показал, что результаты занятий существенно повысили уровень развития пространственного мышления обучающихся. В классе процесс развития пространственного мышления у учащихся вышел на более высокий уровень. Это говорит о том, что проведенные нами занятия способствуют развитию пространственного мышления семиклассников, что явилось основанием доказательства правильности выдвинутой нами гипотезы. Спасибо за внимание.